Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Татары и мир. Выпуск 25. Татарва. Все поют под свою гармошку, все пляшут и пляшут, сабантуи устраивают. Ух! Самоназвание у нашего народа когда-то было булгары. Жила-была оригинальная страна, не любящая войн, культивировавшая вместо набегов и убийств торговлю. Нет, не Болгария в Европе. Это Булгария, недалеко от Казани. Торговали в Булгарах все, от русских купцов до армян и остальных народов. От названия народа Булгар возникло, видимо, название реки Волга. Это гипотеза, и пусть она остается гипотезой, она недалека от истины. Вот, или как татары сказали бы, около этой реки жили и булгары. Но река эта не булгарская. До булгар, которые сюда пришли в VI веке нашей эры, видимо, там жили мари, мордва, удмурты. Говорят, что еще там жили и другие древние тюрки. В скобках от себя заметим. Да, тюрки на Волге жили издревле. Об этом говорят и археологические раскопки, и некоторые источники. Например, хивинский хан Абул-Гази в переводе казанского ученого XIX века муллы Хусаина Амирхана утверждает, что булгар создали потомки Татархана. Так что татары и булгары – это коренные народы Итиля, и они очень близки друг к другу. Закроем скобку и продолжим. Это я к тому, какая она, Волга, исконно русская, исконно булгарско-татарская, исконно марийская, мордовская, чувашская и всех остальных народов. Волга считается великой русской рекой. Однако 500 лет тому назад около этой реки не было ни одного русского поселения. В скобках опять заметим от себя, что об этом говорит не кто-нибудь, а православный дьяк и по совместительству историк XVII века Лызлов. Закроем скобку. Это я к чему? Это я к тому, настолько себя обманывают себя те люди, поднимающие лозунг «Россия для русских». С таким лозунгом можно запросто развалить Россию и дойти до сути, до Киевской Руси. И можно остаться даже без этой Киевской Руси. Итак, мы были булгарами и мусульманами, то есть басурманами. Но тем не менее в последние 500 лет к нам приклеилось от тюркско-татарского «кляй» название татары. Кляй. Татарами нас увидел русский мир. Кстати, казахи нас называют нугаями. И правильно называют, так как нугаи, которые жили около Волгограда, это тоже мы, тюрки. Вот, к примеру, некоторые мысли известного кумысского писателя Мурата Аджи о тюркско-татарском языке и об одном из самых известных обладателей этого языка – татарах. Цитата очень большая, приведем из нее короткий отрывок, в котором Мурат Аджи утверждает, что кумыки и татары были раньше одним народом. «Если бы я не был географом, — пишет он, — то не знал бы, что Итиль впадал в Каспийское море не там, где ныне. Устье этой реки прежде уходило на юг, ближе к Кавказским горам. Но в середине X века случилась природная катастрофа, она-то и разделила Итиль. Река около нынешнего Волгограда нашла новое, более короткое русло и устремилась по нему. Такое в истории планеты случалось не раз. Следовательно, столица Хазарии километров на 300-400 южнее. И это открыло мне нечто ценное. Кумыки и татары – братья по крови, утверждаю я теперь. Мы – люди одной реки, одной истории.
Природная катастрофа разделила нас. Мне стало понятно, почему до прихода русских на Кавказ, то есть до середины XIX века, нас называли кавказскими татарами. На этом поставим точку и закроем цитату. Тем более полностью эти слова Мурата Аджи мы приводили в одном из предыдущих роликов. Продолжим озвучку текста Рафиса ага Салимжанова. Итак, татары. Самобытный народ. Например, что нам Кавказ? Часть казанских татар именно оттуда. Мы и лицом, и привычками, и языком не отличаемся от живущих там когда-то татар. Так называли их почти до начала XX века. Кумыков, карачаевцев, балкарцев, нагайцев. Кстати, есть у меня одна слабость. Люблю кавказскую эстраду. Люблю слушать кумыкские, карачайские, балкарские, ногайские песни. Люблю смотреть их танец. Такие органические, такие простые, грациозные, ритмические движения девушек и джигитов. Ха-ха. Они не подделываются под воинствующий Кавказ с разбойничным свистом, прыжками к потолку с кинжалами, саблями в зубах. Но вроде бы они и есть душа Кавказа. Простые и великие, как все настоящее в жизни. Нынешние татары – это часть древних кавказских горцев. На Поволжье булгары пришли именно оттуда. Они поднялись по Волге из Кавказских гор. В основном, видимо, это были мужчины, и они потом переженились на местных угрофинках. Вот оттуда у нас идет кровная связь с русскими, которые в основном являются выходцами из угрофинских племен. Так что мы родственники по 10, 15, 20 раз, вернее, сотни и тысячи раз. Татары. Что нам Афганистан? Там около 20% населения говорит на узбекском и туркменском, то есть на тюркско-татарском языке. Помните душманов, с которыми мы воевали столько лет? И, наконец, во времена Горбачева в 1989 году вывели войска оттуда. Слово «душман» в татарском языке звучит так же, что и в узбекском. Оно означает «врага». Что нам Турция? Там 60 миллионов человек говорят на турецком, то есть опять на тюрко-татарском языке. Что для нас Сирия? Там третий по численности после арабов и курдов народ – тюрки. Что для нас Иран? Там живут 30 миллионов азербайджанцев, которые говорят на нашем родном тюркско-татарском языке. Что для нас Ирак? Мы знаем, что там есть очень много людей, которые говорят на тюркском языке. Что для нас Египет? Это для вас темнота египетская, а для нас мы этнические мусульмане. И с самого рождения нам привычны арабские слова. Бисмиллахир-рахманир-рахим, агузу билляхи минаш шайтанир-раджим, ля иляха илляллах Мухаммадур Расулаллах. Для татарина не нужен переводчик, гласит татарская пословица. Мы граждане мира. Давно, уже тысячелетия назад. Мы прошагали по всему миру, от Якутии до Тибета и до Индии, от Алтая до Северной и Южной Америки. Что нам Китай? Часть тюркских народов и татар пришли именно оттуда. Посмотрите на наши лица. Есть среди нас люди, ничем не отличающие от китайцев? Короче, да, мы граждане мира, как сказал о себе древнегреческий философ Диоген 2300 лет тому назад. Везде наш дом. И кавказцы, и якуты, и телеуты, и русские, и турки. Все наши кровные братья. Идем мы по полярному кругу и говорим на тюрко-татарском. Идем по Латинской Америке.
Там и тут встречаем название местности на тюркско-татарском. Мы не знаем, почему это так. Просто мы такие. Не измеряйте нас годами, десятилетиями. Пожалуй, мы слишком древние. Не размениваемся мы до самых мелких национальных особенностей. Пожалуй, кажется мне, мы слишком большие. Татары давно уже граждане мира. Персия и Иран для них почти что родное. Есть в татарском литературном языке много слов персидских, которые свободно употребляются наравне с тюркскими словами. А с тюрками вплоть до Афганистана, Ирана, Ирака, Сирии, Китая, где живут миллионы и миллионы тюрков, до Якутии и якутов, у татар общий язык. Короче, тюркский мир – это еще не исследованный пласт жизни. К примеру, даже Сахалин, утверждают некоторые, тоже тюркское слово, означает Саха-Иле, то есть страна Саха, так как якуты себя называют Саха. Кстати, также утверждает, что даже название реки Енисей означает Анасу, что в переводе с тюркско-татарского означает «мать-река». Река Ангара, утверждает, также происходит от тюркского слова «ангара», что значит «тупая». Почему тупая? Потому что все реки обычно текут в море, только одна эта река, как тупая, выходит из Байкала, который раньше считался морем. К тюркско-татарскому языку относится также название города Иркутск, который происходит от названия тюркского племени Иркит, который там раньше жил. Город Ульяновск, он же Симбирск, старое название Симбирск, происходит от имени хана волжских булгар Симбира. Короче, тьма тюрко-татарских названий. И так везде. Работать, исследовать, изучать все это нужно десятки и десятки лет целым научным институтом. Недавно по Первому каналу передали интервью с одним из жителей Сирии. Горячая же там точка, с автоматами бегают. Корреспондент дал ему телефон. И тот давай жарить по-татарски. Совсем недавно смотрю кинофильм о дипломатическом кризисе в Иране. Американцы поставили. Что же это такое? Мальчики на улицах Ирана опять жарят на нашем тарабарском. Конец выпуска. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам.